Весна набирает обороты. Везде появилась капель, с крыш капает, снег начал оседать, подтаивает, мокрый и тяжелый. А что же делается в теплице? Сейчас мы посмотрим. Вот, снег почти весь растаял. Этот снег, который мы занесли зимой. И нам необходимо заканчивать скорее посев, чтобы было что высаживать. Торгово-консультационный центр «Дачник» каждую субботу и воскресенье приглашает на бесплатные семинары для дачников и на курсы начинающих садоводов-огородников. С началом дачного сезона центр «Дачник» предлагает семена овощных и цветочных культур российских производителей. Ждем вас по адресу Борисовка 2, строение 6/1. В прошлый раз мы сеяли мелкие семена некоторых культур, земляника и петуния. Вот они сейчас уже всходят у нас, и нам необходимо им обеспечить определенный уход правильный. Ну вот как я делаю. Вот начала всходить петуния. Она очень мелко всходит, и ее надо периодически орошать. Орошаю я ее с помощью нескольких капель фитоспорина. Необходимо накапать на литр 10-15 капель, но я здесь беру поменьше, потому что у меня пол-литровая емкость. Это 5, 7, 8 капель. Совсем немножечко. Наливаем его в распылитель, закрываем и поддерживаем влажность с помощью этого распылителя. Опрыскиваем. Опрыскали, закрываем это дело стеклом. Но ни в коем случае под стеклом не ставьте на солнце, потому что под стеклом это у нас сразу спалится, это можно в затенении. Или, если есть возможность днем оставить открытое и на солнышке, солнышко все-таки оздоравливает растение, оставить на солнышке, но в течение дня уже не фитоспорином, а можно просто чистой водичкой опрыскивать их, ну, чтобы влажность поддержать. Потому что корешки у них буквально на поверхности лежат. И пока это они не уйдут вглубь, их надо постоянно будет опрыскивать. При нарушении теплового режима земляничка вот немножко подвытянулась. И как это дело исправить, я вам сейчас это тоже покажу. Берем вот прогретую почву, она у вас всегда должна быть в запасе. Берем ее и аккуратненько подсыпаем под кустики. Она сухая, сыпучая должна быть. Пересаживать они еще маловато, вот тут кучкой. Стебельки, тогда мы немножко их прикрываем почвой, они не будут пересыхать, эти стебелечки. После этого земля-то сухая у нас, ее немножко необходимо оросить, увлажнить. Увлажняем слегка, чтобы она прижалась корешочками. Опять желательно лучше с фитоспорином, тот же раствор. Эти растения, вот они вытягиваются, их надо поместить в помещение или к окну поближе, где будет поддерживаться 10-15 градусов тепла. Это на некоторое время. Потом можно опять в теплое помещение, где погреются они. Мои знакомые берут у меня рассаду и бывают очень довольны тем, что они с этих кустов снимают очень хороший урожай. И я сегодня поделюсь небольшим секретом, которым я пользуюсь для выращивания высокорослых помидоров. Вот беру лоточки, на донышко лоточка немножко дренажки. Вот тут удалось достать мелкую дренажку, хорошую дренажку. И обычно советуют наверх по дренажке сыпать песок. Я сыплю не песок, а ложу туда почву довольно-таки жирную. Ну, тут перегной, почва просто вот земля. И очень небольшое количество песка. Насыпаю на донышко. Теперь беру такой же горшочек, ее немножко туда утрамбовываю, чтобы она плотненько легла. Сверху насыпаю почву, в которую добавлено больше песка и насыпан вермикулит. Это побольше делаем. В почве с вермикулитом и с песком растеницы очень быстро прорастают. Они лучше корешки дышат, они прорастают и активнее растут. А на донышке их ждет сюрприз. Там хорошее питание. Сейчас сюда нальем водички. Пользуюсь я только ледовой водой. Я туда вот наливаю достаточное количество, чтобы она доверху промочились, эти стаканчики. То же самое делаю с этими же маленькими стаканчиками. Чуть-чуть дренажечки. С дренажкой вот из таких стаканчиков легче вытаскивать, они там не зацепляются как-то за нее. Опять же добавляем немножко перегною. Так, сверху насыпаем вот этой почвой. И тоже сюда на донышко наливаем воды. Пропитываются стаканчики.
Почва стала достаточно влажной, даже вода выступила. Но это не суть важно. Эта влага понадобится. Сверху потом сухую будем насыпать. Берем семечки. Они вымачивались у меня в гумате кале. Сливаем их. Тут всего их немножечко, семечков этих. Берем их и стараемся туда бросить. Вот она упала. Падает туда. По одной стороне вот один сорт сажу, это другой сорт. Гордость Сибири называется. Плоды очень крупные, дает до полкило. Кустики высокие, 1,5 метра, поэтому им питания надо много. Вот поэтому я их так сажу. Теперь сверху берем вот эту же сухую землю готовую, где побольше песка и вермикулит. И подсыпаем. Это можно глубоко подсыпать. И можно не поливать, потому что вот та влага, которая там была лишняя, она вся сюда уйдет. И будет достаточно влажности для растений. За этими ухаживать будет легче, потому что мы их поливать будем прямо в лоточек, на дно сыпем, наливаем воду и все. Ну вот процесс мы закончили. Теперь я вам еще раз напоминаю. Ставим стаканчики, насыпаем немножко на дно дренажки, потом насыпаем нормальной почвы, жирноватой, для питания растений. Сверху подсыпаем более сыпучую, с добавлением песка и вермикулита. И на эту поверхность сеем. Сверху опять же засыпаем легкой смесью. Закрываем стеклышками и ставим на окошко. Будем ждать всходы. Для домашнего огорода, как ничто и другое, подходит обыкновенный огурец. Я высаживаю изумрудный поток. Он, во-первых, теневыносливый, он не вытягивается при свете в 3 стекла, вот солнца мало получает. И первые саженцы подсвечивала желтой лампочкой, они вот, когда туман были, солнца было не хватало, ну вот они, видите, как выглядят хорошо. И уже вот зацветают огурчики. И первые цветочки с огурчиками, я считаю, что надо опылять. И, по-моему, в литературе тоже это говорят. Тогда они охотнее следующие идут. Цветочки у нас отличаются. С огуречком, вот он имеет, сразу видно плодик. Цветочек пустоцвет, мальчик у нас. Вот он тоненький-тоненький стебелечек. Берем его, отрываем, делаем из него, искусственно делаем из нее пчелку. У нас же нету в доме насекомых. Обрываем вот так лепесточки и вставляем в серединочку. Вот там пестики есть. Кто помнит ботанику, строение цветочка, знаете. И немножко там поползали вместо пчелки. Так, тут мы оставляем вот этот пестик. И видим, что у нас сразу эта примета, что мы опылили огурчик. Он опыленный и завязывается более охотно, чем неопыленный. И последующие огурчики уже можно не опылять. Этот огурец партенокарпик. Он не требует присутствия насекомых. Растут они сами. Но первые необходимо опылять. Или можно воспользоваться еще просто опрыскиванием завязи. Но мне кажется, что это гораздо хуже. Проще опылить. Это более естественным путем получается, без добавления различных химий. А вот сейчас мы посеем сельдерей. И почему я его люблю? Когда-то он мне очень сильно помог, когда со мной не могли справиться даже и врачи. Вылечила с помощью сока сельдерея элементарную подагру. Короче, сельдерей хорошо нормализует обмен веществ и удаляет лишние скопления. Помогает на работе желудочно-кишечного тракта. Как мочегонное действует. Можно с помощью сельдерея и его сока, и вообще вот настойки заваривать. Можно вылечиться от некоторых аллергий, дерматита. Вообще очень полезный. И кроме того, на его переваривание тратится больше калорий, чем он дает. Поэтому я советую тем, кто хочет похудеть, везде в салаты и в готовку добавлять именно листики, черешки и корнеплоды сельдерея. Сеять его очень просто. Семечки у него очень мелкие, они очень туго всхожие. Но я их опять же пропускаю, наверное, помните, через посев по снегу. Вот сейчас мы тут отделим немножко дренажку. У меня корневой и листовой нежный. Листики у меня идут летом на сок. Дорожку выкладываем, чтобы их не путать. Использую его потом в сухом виде, замораживаю. Черешки замораживаю, добавляю в борщи, при готовке в мясо, когда мясо тушишь. И сначала, конечно, не все это обожают. Запах у него очень терпкий, потом привыкают. Самое главное, что он дает что он очень полезен. Подсыпаем снежок, семечки мелкие, чтобы мы их видели на поверхности. И поливать его тоже, когда начнет прорастать, по мере роста можно подсыпать землю.
Так, вот берем сейчас сами семечки. Ну, у меня тут Максим, я в прошлом году его выращивала, неплохой. Он очень живучий, когда его будет прорастать, и пересаживать его без проблем, он не болеет. И его черная ножка его так не мучает, он не болеет. Вот этого хватит. Теперь возьмем немножко листовой. С прохождением времени он сильно теряет всхожесть, поэтому свежий его надо сеять. И это получается посев, как будто вот он с осени посеянный, он немножко охлаждается. Начнет прорастать можно легко сыпучей смесью, вот той же самой, которой мы подсыпали. Землянику подсыпали и сеяли, в которую помидорчики. Сухой смесью подсыпать корешки. Вот все посеяли. Теперь делаем надписи. После этого мы опять же закрываем стеклом и ставим на свет. Всходить он может иногда очень быстро всходит. Вот сейчас его после снега, потом еще солнышком греть. Иногда уже через 10 дней всходы появляются. Но в моей практике температурный режим был немножко иной, тепла не хватало, и он пророс почти через месяц. Я уже успела на это место посеять еще один раз. Потом навылазила и не знала, куда девать. Поэтому набирайтесь терпения и ждите. Рано или поздно вылезет. Все, посеяли. Я вам хочу немножко посоветовать, чтобы под рукой у вас всегда было. Уже при выращивании рассады иногда могут потребоваться некоторые химические вещества, и не только химические, для защиты их от болезней и от нашествия насекомых. Иногда где-то просмотрели, появляется или клещ, или тля. Поэтому для профилактики их необходимо время от времени обрызгивать. Для профилактики от нашествия насекомых на рассаду можно использовать репеллент, отпугивает насекомых. Если под рукой нет растительных препаратов, он вполне заменяет, отпугивает. Но если появились и заметили тлю и клещей, можно обработать фитовермом. Оно прекрасно уничтожает насекомых не сразу, но они погибают, потому что они перестают питаться, они не сосут растения и погибают. Но если уже когда нашествие пошло и много насекомых, вот использовать уже радикально яды. Биотлин, клещевид. Уже смотрите, это под рукой у вас всегда должно быть в запасе хотя бы 1-2 пакетика. Потому что требуется обработка иногда двухкратная, а то и даже трехкратная. Потому что на стадии яиц некоторые насекомые не уничтожаются. Вот самое верное средство, которым я люблю пользоваться, это фитоспорин. Вот такого пакетика может хватить на все лето. Он разводится, тут все написано, как его разводить. Разводится, подливается в нужном количестве, на нужное количество воды. И опрыскивается растение, а то и под корень поливается, особенно когда в холодную, плохую погоду. Вот с весны, еще когда лист не пошел, очень полезно их обработать вот такой смесью. Несколько пакетиков надо иметь. Ну, я думаю, что вот таких вот пакетика 3 надо. Бордоская смесь, вот бывает она вот так вот готовая, или вы берете отдельно медный купорос и известь. Разводите в нужной пропорции, и сколько вам нужно. И мучнистая роса у нас очень быстро отступает элементарно, если мы вот на огороде, если мы стираем дома что-то хозяйственным мылом, можно просто эту воду сливать на огород, на растения. Из лейки взяли и полили. Мучнистая роса не любит мыло в этой шампуне, или растворяем немножко вот этого мыла. Прилипает и дольше содержится на листиках, отпугивает насекомых. Когда у нас растение начинает цвести, и летом сталкиваешься с тем, что не находишь нужных тебе средств, элементарно вот эта простая универсальная зависть, она способствует завязыванию плодов. Это вот для всех она подходит. Но на моем опыте показала вот этот томатон по помидорам, перцам и баклажанам отличное средство. Поэтому смотрите, если попадется, попробуйте. Вот. Ну вот и все, что я вкратце хотела рассказать вам о том, чем я пользуюсь сама лично. Это вот на моем опыте они показали у меня хороший результат. Если вы хотите чем-то своим пользуетесь и хотите им пользоваться, пожалуйста, это вы можете использовать, можете поделиться с нами тоже. Торгово-консультационный центр «Дачник» каждую субботу и воскресенье приглашает на бесплатные семинары для дачников и на курсы начинающих садоводов-огородников. С началом дачного сезона центр «Дачник» предлагает семена овощных и цветочных культур российских производителей. Ждем вас по адресу Борисовка 2, строение 6/1. До сих пор мы сеяли овощи, помидоры, перец. И немножко коснулись посеву мелких семян по поверхности. Но у нас еще очень большая тема, и мы ее забыли, упустили, и мы попытаемся сейчас наверстать посадка цветов. В этом вопросе нам поможет агроном-консультант магазина «Дачник» Вера Валерьевна. Очень приятно. Здравствуйте.
Сейчас у нас здесь есть на выставке розы. Розы приехали у нас с Алтая, они у нас районированные. Не первый год мы этими розами торгуем. Их можно высадить и в кашпо, и в грунт на зиму. Зимостойкие сорта могут у нас зимовать. Есть дачники, у которых 3-4 года они уже зимуют. Зимуют желательно под укрытием. Например, вот такая вот роза. Сейчас вы ее можете взять емкость небольшую, где-то примерно до 5-8 литров, в зависимости от высоты, потому что на каждой коробочке, Высота кустика есть указана. да, на каждой коробочке указана высота кустика, диаметр цветка, когда они растут, и написано, ароматизированные они или нет. Можно взять просто емкость небольшую, сделать дырочки в емкости, насыпать дренаж маленечко, если вы в этом горшочке будете эту розу полностью выращивать в течение всего лета. Значит, насыпаете дренаж, насыпаете землю, можете на всякий случай, если есть возможность, замочить черенки в корневине. В корневине замачивают обычно на 6-12 часов. Если вы садите только один кустик, можете просто взять корневин в сухом виде, посыпать его и перемешать с почвой и посадить. Единственное то, что маленький нюансик, когда вы садите розы, надо сделать в горшочке небольшой холмик. А корневую систему можно чуть-чуть маленечко подрезать. Делаете холмик, и корни должны быть обязательно распрямлены. Они должны быть прямые. На день, на два, если росточки небольшие, вот, например, вот такого типа, можете хотя бы поставить ее вот в такое небольшое светлое место, где не будет слишком много света. Она у вас привыкнет, после этого можете выставить на свет. Но на прямые солнечные лучи ни в коем случае, потому что может получиться ожог. Да. Вот этот кустик, в принципе, можно будет оставить на зиму. Если не хотите вы на зиму его оставлять, то в горшочке, когда вы будете их заносить домой, желательно бы их дня за 2-3 до заноса домой пролить на улице их в обязательном порядке, обязательно обработать против вредителей и против болезней, и только после этого занести домой. Когда они у вас полностью отцветут, вы делаете обрезку вот до такой же высоты, и после этого ставите их в прохладное место, где температура весь период у вас зимний будет где-то примерно 0 плюс 3 градуса. Вот эти вот розы, они на своей корневой системе? Нет, они все привиты на шиповок. Поэтому вот там, где место прививки, потому что от места прививки нам не надо, чтобы оттуда лезли. Да-да-да, Вот. от места прививки, Вот чтобы здесь ни вот в коем случае, если вот Если здесь здесь вот свои почки проснутся, это будет беда для растений. да, обязательно их надо будет обрезать. Отстригать надо. И летом обязательно надо будет розу За этим подкармливать. тоже подкармливать. Да. А летом вот эти просыпаться могут почки? Просыпаются. Просыпаются, Да, следить поэтому за ними за ними надо. надо обязательно следить и их хранить отдельно совсем. В картофельном подполе их лучше не хранить, потому что картофель забирает от них на себя всю влагу. И бывали такие моменты, что в картофельном подполе просто розы погибали. Тут я смотрю такой большой выбор луковичных цветов. Но у нас есть канны, астильба, аквилегия, георгины. У нас есть бегония, которая может расти и на улице, и в комнате, ирисы, аморалис. Есть лилии, есть даже луктивок у нас, есть гладиолусы. Гладиолусы у нас идут отдельно, есть глоксиния. Поэтому здесь каждая луковичка свое разнообразие. Единственное то, что у нас в народе георгины, обычно клубни георгин называют обычно картошкой. Поэтому здесь можно будет посмотреть разновидность георгин. Георгины здесь у нас практически разные. Есть большие, есть по одной луковичке, есть по 3 луковички, где находятся в пакете, да. Есть помповидные, значит, есть просто декоративные, есть кактусовидные, есть низкорослые, есть высокорослые. Желательно бы, если есть возможность, все луковичные перед посадкой обработать в препарате Максим. Или можете просто взять, если нет препарата Максим, то можете взять просто солевой раствор, в солевом растворе хотя бы луковицы гладиолусов помыть, и можно их посадить. Обычно берется столовая ложка без верха на 1 литр воды, тепленькой воды, разводится и замачивается и садится. Но все-таки есть очень хороший химический препарат Максим, в нем вы можете замочить луковички, кроме солевого раствора и Максима можете обработать хотя бы эпином.
В эпине можно замочить, да. Можете взять корневин. Корневин, он идет универсальный. Если вдруг нет корневина, то есть аналоги. Укоренить, гетероактин, корнерост, корнесил. Вот это вот все практически идут как стимуляторы корнеобразования. Есть еще препарат Рибов, есть кризис. Если вы каким-то стимулятором начали работать вот именно с самого начала, лучше этим стимулятором работать еще в течение всего вегетационного периода. Постоянно им Это пользоваться да, в этот период. это будет очень хорошо, потому что именно вот к этому растению, как бы к стимулятору растение уже привыкло. Даже тот же иммуноцитофит, которым можно замачивать семена, замачивать клубни Если с ним георгин. начали работать, мы так и продолжаем Да, все лето им. да. Все лето вы можете им пользоваться. Единственное то, что к эпину вы можете добавить стимулятор циркон и цитовид. Это тоже идут как стимуляторы. Если нет ни того, ни другого, то есть препараты биосил, этамон. Это почти аналог. Мы их обрабатываем, это у нас все стимуляторы же идут. Да. А они вот требуют обеззараживания. Вот Максим, он Только обеззараживает, да. А еще чем можно обеззаразить? Аллерином или гамаиром. Гомоиром. Да, тоже. но иммуноцитофит, он тоже обеззараживает. обеззараживает. Да, он бы как бы дает повышение иммунитета у растений. В ближайшее будущее мы ждем саженцы. А наши все луковичные тоже представлены практически с той фирмы, с которой мы постоянно работаем. Сибирская селекция, да. А с алтайского питомника мы ожидаем яблоню, грушу, барбарис, лапчатку, виноград, смородину красную, смородину даже черную, желтую нет, рябину черноплодную. И будут у нас еще дополнительно поступления ландышев и пионов. Поэтому есть еще такие вот ирисы у нас есть, вот красивые, да, как будто бы похожи на наши ирисы, они тоже зимуют. Вот этот вот ирис, например, он похож на тот ирис, который растет на болоте. Они вот, да, вот они вот чем-то, да, вот они вот чем-то схожи. Желательно бы, конечно, если вы когда это все садите, заранее сдать почву на анализ. Посмотреть, что в избытке, что в недостатке. И ни в коем случае ни под один луковичную культуру не ложить свежего навоза. И свежего перегноя в первую очередь, потому что это будет у вас идти одна листва, хотя бы за недельку до цветения, это на набирание бутонов. Лучше всего подкормить фосфорными и калийными удобрениями. И еще, если вы все-таки приборчили навозом или перегноем, все-таки маленечко, чуть-чуть дайте все-таки азотные удобрения в самом начале, после заморозков, чтобы вот этот вот азот чуть-чуть перебил тот навоз, который там есть у вас. Тот азот. Да, а потом уже можно будет уже подкормить фосфорными удобрениями, будет вообще красота. Я очень рада тем дачникам, у которых по несколько лет растут растения. Это очень красиво. Многолетние растения все практически, они очень сами по себе красивые. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что наши зрители этим воспользуются, наши садоводы, огородники. Спасибо вам большое за то, что вы приходите в наш магазин и за то, что наши люди, наши дачники покупают нашу продукцию. Спасибо им большое за это. Пусть они выращивают и будут очень большие красивые цветы и очень большие урожаи. Спасибо вам большое за все. Общими руками украсим нашу родную землю. Весна – это такое время, когда хочется иметь на столе некоторое разнообразие. И мы сейчас займемся домашним огородом. Чем мы можем пополнить наше питание? Я сею вот такие вот, использую для посева рукколу и салат индау. Отличается вот от такой рукколы. Одни крупные, другие мелкие. И часто я использую вот эти салатики. Простой обычный салат. Для домашнего огорода вполне подойдут обычные емкости из-под воды. Мы их прекрасно можем использовать. Вырезаем одну стенку. Тут я пробку снимаю и ставлю сюда вот кусочек от стенки. И сюда все насыпаем в том же порядке. Насыпаем сюда дренажки немножко, чтобы избыток воды туда уходил. Заполняем дренажкой и засыпаем землей по дренажке. Почему я вот это вот так делаю? У меня приходят иногда мои самые дорогие, любимые помощники и стараются усердно полить. Так намочат землю в ванночке, что хоть выжимай. В этом случае я просто наклоняю вот так. Тут же отверстие, и вода лишняя стекает. Ну зачем детям настроение портить? Они старались. Вот насыпали полностью. Это можно с удобрением землю смочить. Это я поливаю и с этим руккола иногда чернеет быстро корешки.
с фитоспорином делаю тоже. Вот сейчас она туда уйдет. Берем рукколу. Рассыпать будем ее. Ну, сюда мы вот эту посадим рукколу. Для индаупа сделаем другую емкость, туда посеем. Тоже в маленькую. Ее много не надо, поэтому я сею в маленькие бутылочки. Вот. Берем мешочек. Одеваем на нее и дожидаемся всходов. Тут можно закрыть, уплотнить все. Вот у нас готов один посев. Салат – это такая культура, которая очень охотно прорастает, буквально по поверхности посеянная. Вот насыпаю просто, вот земля выровненная, рыхлая, чтобы семечки успели туда спрятаться. И насеваю их тут достаточно. Тут там нет необходимости там смотреть, что густо, не густо. Они взойдут потом. Нам же нежные нужны росточки. И они будут длинные, тоненькие и нежные при густой посадке. Можно хорошо обильно помочить. И ставим его на свет. На свету он очень быстро прорастет. Уже на 3-й день появятся белые росточки, заметите их. Можно немножко землей подсыпать, стараться на солнце вот этот пакетик убирать, влажность поддерживать путем распыления. Вот можно распылителем. А можно я делаю вот так, туда делаете здесь ямочку и туда наливаете. Вода на донышко уйдет. Оп, вот лишняя вода сюда пошла. И чем хорошо вот эти вот емкости, вот эти вот маленькие емкости, вот такие вот, они много места не занимают, их в любом месте можно между помидорами и перцами и другой рассадой затолкать, там, где место свободное, место, и, в общем-то, не мешают. А зато мы какое удовольствие получаем, когда у нас на стол подходит вот такая зелень. И укропчик вот подрос, и листики салатика подросли. Кушайте на здоровье. Хотела бы поделиться с вами своей любимой заправкой. Салат может быть любой. Мы использовали свою выращенную зелень, помидорчики, огурчики покупные. Сейчас подготовим заливочку. Соус будет. Самое главное в этой заправке – соотношение 3:1. Масло, любое по вкусу. 1 часть чего-нибудь кислого. Я использую лимон. Можно добавить какой-нибудь пищевой уксус, яблочный, винный. Запомните, 3:1. Взбалтываем хорошенько. Она же белеет. Добавляем туда немножечко соли. Перемешиваем. И любую приправу. У меня базилик. Я базилик туда добавляю. Совсем немножечко. Он хорошо гармонирует с помидорами. Вот. И теперь это сюда заливаем. Вот салатик наш готов. С моей любимой заправкой, соусом. И приятного аппетита. Это был сад, огород с Маргаритой Васильевной.